После пожара в апреле этого года первую школу в сельском поселении Нестеровское до конца так и не восстановили. С такой проблемой пришли от лица всего коллектива учителя Абдул Амаров и Хизир Евлоев. Руководство школы обращалось в местную администрацию и Миноборнауки. Специалисты, выехав на место, признали здание аварийным, ремонту не подлежит. В рамках федеральной программы модернизации школьных систем образования в 2025 году в Ингушетии планируется ремонт только 5 школ, и Нестеровская в этот список не входит. Сенатор Микаил Елезов пообещал сделать все возможное, чтобы решить проблему. Завтра выйдем. Министерство образования мы тоже пригласим. На 14 часов в Руспянче, да, ваш кадрывайте. 14 часов тогда там встретимся. Опять или вы, или начальник отдела, кто у вас отвечает за строительство, ваш, поддержите, пожалуйста. Мы там на месте проработаем этот вопрос и уже окончательно решение будем. С похожей проблемой обращаются к сенатору Амир Евлоев и Ваха Хамхоев. Второй школе имени Сулумбека Асканова в сельском поселении Плиево 70 лет. Педагог просит рассмотреть возможность на месте старого здания построить новую школу. Ему пообещали выехать, посмотреть состояние объекта и рассмотреть пути решения. Единственная школа республики, которая занимается в 3 смены. И если будет у вас малейшая возможность, а я говорю, Аллаху, но все равно мы проработаем. Письмо я за Давида. Мы выйдем туда, еще посмотрим. В числе заявителей Изара Булгучева, директор Малгобекской гимназии имени Саида Чахкиева. Здание построено около 30 лет назад, рассчитано на 300 мест, но фактически обучается там вдвое больше. Это непосильная нагрузка, отмечает директор. Потому что старая уже, она и трещины появились, и фундамент треснул, и внутри стены треснули, и перекосы пошли и по оконным дверным проемам. И хотелось бы, конечно, чтобы дети учились в комфортной школе и получали свои знания. Рассмотрели также онлайн-обращения и проблемы семей участников СВО. Их выслушивают вне зависимости от темы. Подобные встречи с жителями помогают и представителям власти и партии быть ближе к народу, узнавать из первых уст о наболевшем и принимать важные решения. Прием граждан продлится до 10 декабря. Декада приурочена к 23-летию со дня создания Всероссийской политической партии «Единая Россия». Амина Зязикова, Билал Ахильгов, Магаз 24.